Утро на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Петрова. Здравствуйте. На календаре четверг, 28 декабря. Чувашия продолжает работу на выставке-форуме «Россия на ВДНХ». Напомню, сейчас посетителей с культурой, историей и достопримечательностями региона знакомит Министерство образования республики. Так, сегодня свою экспозицию развернет Чебоксарский электромеханический колледж. Гостей ждет беспроигрышная лотерея. Студенты и сотрудники колледжа подготовили сладкие подарки, сварные фигурки и брелки с рунами. Кроме того, здесь можно будет выиграть подарочный сертификат со скидкой на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в колледже. Также на стенде республики пройдет игровая иммерсия «Химия в красках Чувашии», игры погружения прибора энергоаудита, Чувашия мека электротехники, интерактивное занятие «Медиапространство солнечной Чувашии». Познакомят всех желающих с древними чувашскими рунами. И, конечно, в преддверии Нового года посетителей выставки будут поздравлять Дед Мороз и Снегурочка. Удобнее и функциональнее. В Чувашии обновили официальный портал органов власти. Теперь сайт kap.ru предстанет в новом дизайне. Разработчики попытались сделать официальный портал более удобным. Выполнена адаптация сайта для мобильных устройств, что упрощает использование ресурса в любое время и в любом месте. Одним из ключевых обновлений стало внедрение системы приема граждан через видеоконференц-связь. Теперь исполнительные органы могут принимать граждан по всем вопросам дистанционно. А для быстрого и удобного получения информации разработчики улучшили внутреннюю поисковую систему. Оценить новую версию сайта пользователи смогут уже в ближайшее время. Целый год в своем эфире мы рассказывали про подопечных приюта для бездомных животных «Право на жизнь». Время подвести итоги. Благодаря проекту «Найди друга» удалось пристроить не одну собаку. Мини-очерки в утреннем выпуске новостей на канале «Россия-1» про четвероногих выходят почти каждую неделю. Наша коллега Вероника Павлова решила встретиться с волонтерами приюта и вспомнить самые трогательные истории воссоединения питомцев с их новыми хозяевами. Подробности сегодня в наших информационных выпусках. Не пропустите. Увидеть Дедушку Мороза и получить новогодний подарок можно в Чебоксарах и городе-спутнике. В столице республики добрый волшебник поселился в парке «Амазония». Кстати, впервые резиденция Деда Мороза в Чебоксарах появилась более 13 лет назад. Украсить домик яркими декорациями в этом году помогли участники творческого конкурса новогодних поделок «Вот и снова Новый год». А трон Дедушки Мороза разместили прямо возле елки. Дети могут рассказать о своих достижениях, спеть песни и сделать красивые фотографии в различных фотозонах. Юных посетителей здесь принимают с утра и до позднего вечера. Работать резиденция будет до 7 января включительно. А сегодня двери в свой дом распахнут Дед Мороз и Снегурочка из Новочебоксарска. Сказочные персонажи расположились в Ельниковской роще. За рассказанные стихи можно получить сладкий подарок от гостеприимных хозяев вплоть до 8 января. Сегодня во всем мире отмечается Международный день кино. Отличный повод, чтобы познакомиться с новинками кинематографа или пересмотреть любимый фильм. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на телеканале «Россия».